Всем привет, и друзья! Добрый вечер. Это видео выйдет уже вечером, конечно, и добрый вечер всем говорю. Здравствуйте! А вот я сегодня в кадре без Маши. Вот. Сегодня, значит, такое видео. Ну, Маша уехала пока в отъезде, и я один, без жены, дома. И пока съемок, ну, как таковых съемок, про готовку, про деревню и все такое нету, не получается у меня. И вот я решил такой собрать наиболее популярные вопросы на канале. Конечно же, костяк канала, который с первого дня здесь, и подписчики, они знают буквально уже, наверное, больше меня про нас. Но в последнее время очень много вновь прибывших подписчиков, вновь подписавшихся на наш канал. И, как говорится, очень много повторяющихся вопросов. Ну, как бы выбрал самые популярные. Ну, вот на это видео, самые популярные видео выбрал. И, как говорится, решил немножко ответить на эти вопросы, чтобы уже и недавно подписавшиеся, и вновь, которые зашли на канал наш, смогли, я буду давать ссылку потом уже, и все будут уже знать про нас. Так, самым наиболее популярным вопросом всегда, вот, лень же зайти в описание канала, лень. Я ведь такой же, я вот, например, зайду куда-нибудь там на канал кому-то, лень мне зайти, посмотреть, если уже мне очень хочется там узнать что-то, я зайду в описание канала, о канале и посмотрю, где они проживают, что такое. Ну, легче там написать в комментарии, и если собеседник расположен к диалогу, он всегда ответит быстро. Так же и я отвечаю. Ну, а сейчас я просто сделал такое видео. Где вы живете? Где вы живете? Вот. Мы, друзья, живем в республике Коми. Сегодня, друзья, небольшое видео о моей деревне, о моей малой родине. Это деревенька Боровск. Деревенька Боровск по Коми Яг-Выв. Яг – это бор, и от этого слова получилось название по Коми Яг-Выв. Боровск, то есть. Небольшая деревенька, совсем небольшая, но она сейчас уже на данный момент слилась с большим селом Нившера. И на картах уже везде обозначено адреса и все такое, только село Нившера. Но я как бы все равно, я здесь родился, я здесь вырос, вот. И как бы мне все равно немножко, я считаю, что все равно я живу в своей деревеньке. Пускай уже как бы оно, вот это большое село поглотило ее. Вот это мой родительский дом красный, а сзади зеленый дом, это наш уже с Машей. Вот так. Мы здесь родились, здесь выросли, здесь женились, так сказать, вырастили детей. Вот это наш участок. Как говорится, где родились, там и пригодились. Очень много зрителей путают Пермский край, Коми-Пермяцкий автономный округ и республики Коми. Вот. Вот эти две области как бы путают. Чуть-чуть Коми-Пермяцкий автономный округ это что-то, ну, чуть-чуть другое. Хотя и наши народы, как говорится, братья, даже не братья, с одно семейство, так сказать. Но языки у нас немножко разнятся, ну, как примерно разнятся славянские языки, там русский, белорусский, украинский. Все друг друга понимают, но чуть-чуть, да, чуть-чуть как бы различаются языки, да, слова. И у нас также. Но, в принципе, если это самое понять можно, если будем беседовать, понять можно и понимаем. Вот. Еще нас путают много с удмуртским. Многие пишут, например, о, родной говор такой,
привет с Удмуртии, это вы, наверное, с Удмуртии. Нет, вот тоже Удмуртия тоже финно-угорская группа народов, и очень много как бы близкого нам. И даже по смыслу слова одинаковые, и по значению, и по произношению даже. Вот. И поэтому нас часто путают еще. Еще путают мой акцент. У меня сильный акцент, выраженный такой. У Маши не очень такой, но выраженный акцент. И путают меня с Вологодчиной, да. То, что тоже бывают комментарии, что «О, привет с Вологодчины, это точно вы, наверное, с Вологодчины». Вот мы с Коми. Ну, в царское время Коми началась в Вологодской губернии. Так-то. Вот, наверное, отсюда это все. Уральскому семейству вот это все языки относятся наши. Вот. Ну, живем в республике Коми. Это на этот вопрос ответил. Так, еще второй вопрос. Так, какое хозяйство у вас? Какое хозяйство у вас? Ну, сразу скажу, что из хозяйства сейчас уже как такового вот крупнорогатого скота, да и скотины вообще-то нет. Остались 2 собаки, одна у нас, вторая у родителей и 2 кота. 2 кота и все. Огород, все это картошка, мелкие культуры, и все это осталось. Но вот уже скотину, какой я уже не помощник в этом, а Маше тяжело. Последнее, ну, крайнее, что мы держали, это получается, мы держали кролей. Кролей 120 штук кролей было, вот так. А потом уже и это тяжело стало. Для Маши я вижу, что Маше тяжело. Она разрывается на работе, еще куда-то, и по хозяйству, и за мной надо ухаживать. И мы это дело, ну, как бы завершили. Завершили, и думаю, не будем возвращаться к этому. Ну, если уже там не знаю, что случится с жизнью. Вот. Так. И из этого вытекает вопрос, тоже очень как бы часто вижу в комментариях, почему я на коляске, что случилось со мной. Вот. Ну, друзья, я не ломался, я не, как говорится, не получал травм никаких. Я просто заболел. Заболел во время службы, это в 91 году. Сразу, конечно же, не сел еще на коляске, до 2011 года был на ногах, успел жениться, создать семью, построить дом вот этот, вместе с Машей, вместе с моими родителями, и вместе с семьей, и с Машиной стороны, и с нашей. Все построили вот этот дом, я еще все сам мог делать. И дом рубил, и печку, все это кирпичи таскал, и потолки, и пол, и с отцом это все наравне я делал, не оставал. Ну, так случилось, что уже в 2011 году стал сильно падать, и просто ноги уже не держали, и пришлось мне пересесть на коляску. Заболевание у меня миопатия. Миопатия – это генное такое наследственное заболевание. Я, правда, не знаю, откуда оно появилось, потому что в роду все охотники. Вот. И немалые километры наматывал я по тайге, будучи в юношестве, и даже уже когда заболел, я все еще по тайге мог ходить. Вот. Я не могу объяснить, откуда это заболевание, но знаю одно, что оно прогрессирует, оно не останавливается. Например, Сергей, какой я был 2 года назад или даже год назад, я уже не такой и не буду никогда таким. Я сейчас уже другой совсем. То есть заболевание прогрессирует, затронуты мышцы именно, мышцы атрофируются. Сначала было сильно чувствовалось на ноги, потом перешло на поясницу, на спину, на руки, дальше на внутренние органы. Мышцы они везде есть, сердечная мышца, межреберная, чем легкие дышат, эта мышца. Дальше печень очень много страдает. Вот насчет заболеваний я немножко коснусь. Печень немножко страдает, потому что много страдает, потому что
печень, почки, они выводят эти вот продукты распада этих мышц. И получается, что тоже кишечник не очень-то фурычит, потому что тоже там связано с мышцами это все дело. Вот так. Ну, пришлось мне пересесть на коляске, и из меня помощник вот именно по хозяйству никакой. Ну, стараемся жить, не будем унывать дальше. Вот. Теперь еще один популярный вопрос такой, почему два дома на участке? Вот как видели на видео, летом обычно я очень много снимаю на улице, во дворе там и на участке. Два дома у нас стоит, то есть сайдингом обшитый, зелененький такой, ну, цвет такой салатовый. Это мой дом, наш с Машей дом. А красный такой, кирпичного цвета, это уже дом родителей моих. Я там родился, я там вырос. И, как говорится, здесь остался жить. Вот. Родители мои живут там до сих пор. За ними, правда, ухаживаем не мы. За ними в основном ухаживает сестра Нина, которая здесь проживает, дядя Вань. Вот. И сестра приезжает с города. Вот. Так. Где работает Мария? Это тоже очень-очень частый популярный вопрос. Маша по профессии, она повар. Она работала в садике очень много лет. Я не знаю даже, наверное, близко где-то, наверное, 20 лет, что ли. Очень много работала в садике, именно поваром. Ну, потом уже, как мне стало очень, ну, как бы, меня нельзя оставить надолго. Надолго. Сейчас вот я остался, меня оставили. Ну, за мной ухаживает сейчас дядя Вань. Дядя Вань ухаживает за мной. Вот. И ей пришлось уволиться с той работы. И она сейчас работает продавцом. Вот так. Близко от дома. Как бы мне любой момент она может ко мне, если я, например, позвоню по телефону, Маша вот со мной не так что-то. И там сердце прихватило, и еще что-то. Она, ну, почти рядом. Вот так. Поэтому у нас был выбор такой. Еще один вопрос такой. Я даже улыбаюсь иногда. Есть ли у вас совместные дети? Ну, как бы, наверное, вопрос-то нормальный. Потому что, видя, что человек на коляске, и, возможно, и нету детей. Да, нет. У нас все в порядке. У нас семья, настоящая семья. И дочки, у нас дочки, две дочери. Анастасия и Екатерина. Оба уже взрослые. Анастасия работает выучилась и по медицинской, на фельдшера выучилась. А Катерина, она медицинскую сестру. Обе работают уже. И даже у нас ведь этим летом уже нам старшая дочка Анастасия подарила, зятем подарили они внучка. Вот. Так что мы полноценные дедушка и бабушка. И, как говорится, счастливые родители наших двух дочерей. Так. Ну, немножко вот эту тему затронули. И теперь еще вернемся, почему у вас нету газа. Все время видят у нас печку, как Маша топит печку, заготовку дров и все такое. И спрашивает, почему газа нету, почему газ не проводят и все такое. Я вам скажу так, что печально, конечно, это осознавать, но газа здесь не будет никогда. От слова, ну, совсем не будет здесь газа. Потому что проводить газ для нас сюда здесь не перспективное село. Как говорят, даже дорогу 20 километров, грунтовка есть, а до асфальта 20 километров и никак вот не делают. Какой уже потом газ? Не будет этого газа. Как-нибудь, лишь бы дрова еще были, потому что если перестанут коммерческие бригады работать, лесные, то и лес даже будет, ну что, дают нам инвалидам этот лес, 20 кубов стоячего леса, а инвалиду трактор надо, как он будет это рубить? Не получается, вот. И поэтому, дай бог бы, что эти дрова-то были.
и то очень хорошо. А мы, знаете, к печке привыкли и очень удобно. Может быть, потому что мы еще не знаем, что такое газ, потому что, например, у дочери моей, там у них газ, да. Они живут в пригороде Сыктывкара, и там у них газ, и очень удобно. Маша вот ездила, говорит, очень удобно, не надо печку топить, горячая вода и все такое. Хотя и у нас так-то горячая вода тоже есть, но газ это, говорит, очень удобно. Я, правда, не знаю и не решусь вот так категорически высказывать. Говорят, что хорошо, хорошо бы было, но его не будет. Вот. Так, почему я не помогаю физически? Очень много часто в комментариях. Ну, как уже выше там я рассказывал. Ну, как я физически не могу помогать. Но кое-что, кое-чем, советами, письменной там работой, еще какими-то документами, вот эти бумажными делами, у меня получается это делать. И Маша, я, во всяком случае, я вам говорю, поверьте мне, что я Маше помогаю. Конечно же, физически уже из меня помощник-то никакой. Вот. И еще такой вопрос. Будут ли коми-национальные блюда на канале? Ну, знаете, конечно же, много еще коми-национальных блюд мы не показали. Например, не показали мы азиашид. Это такой кислый суп из перловки. Делается на сыворотке или же делается на рассоле с перловкой. Вот. В печке это все, в чугунке. Этого вы не показали. Дальше не показали еще ляз. Это такая каша сладкая, десерт из черемуховой муки. Тоже делается в печке вместе с ржаной мукой. Вот эта черемуха в жерновах это все мелится, измельчается. Или в ступе можно протолочь, или как правильно сказать. Вот. Очень тоже сладкий десерт такой, как кашица такая, но она очень вкусная. Вот. И много что не показали. Но, например, тоже уже много что показали. Показали картошку в печи с молоком, рыбу в печи на молоке показали. Это все коми-блюда. Показали рыбник пирог северный, показали шанги, это коми-шанги показали, и картофельные такие шанги, не ватрушки, не маленькие ватрушки, а настоящие шанги, здоровые шанги, вот. Суп из дичи показали, как делаем рыбу по-деревенски, это все есть на канале, пролистывайте, если кому что. Еще не показали, кстати, капусту по коми. У нас есть подписчика Яна. Яна, я вас очень уважаю, конечно, но вот извиняйте нас, все время, уже, наверное, больше года, наверное, ждет человек. А Маша все некогда. Вот квасим капусту просто-просто, а по коми вот это же чуть-чуть время надо уделить, там варить надо и все такое. И получается, что Маша еще не собралась. Ну, как-нибудь сделаем. Вот. Так, дальше. Есть ли вы на Дзене или других площадках, интернет-площадках? На Дзене мы есть. В описании этого видео оставлю, конечно, ссылку на Дзен, на наш канал. Там он называется на Дзене «Мы не Серегин рассветы». Я давно хотел переименовать этот канал, даже на Ютубе, но это такой момент, что потом что-то вот, например, вот привык YouTube рекомендовать Серегин рассветы, да, не хочу уже менять название чисто вот из-за этого, а так бы давно поменял, потому что не только Серегин рассветы, там получается в общем деревенская жизнь, деревенские заметки, вот как раз такие деревенские заметки у нас на Дзене. Это то же самое видео, но на Дзене. Есть еще деревенские заметки в Одноклассниках, группа. Ну, там мало человек, конечно. Есть и в ВКонтакте тоже деревенские заметки, простая жизнь. Тоже группа. Вот эти 3 площадки еще плюс к нашему Ютубу.
Ну, на всякий случай, мало ли чего там закроется, чтобы зритель не терялся. Вот. Пожалуйста, подпишитесь на всякий случай, что на Дзене, что на ВКонтакте, что в Одноклассниках. Будем всегда рады. Так, следующий вопрос. Почему Маша называет бабушкой маму? Это очень много раз уже. Мою маму, ну то есть она называет бабушкой на видео. Но вы знаете, здесь ничего такого нету плохого. Вот. Многие там даже немножко ругают Машу за это. Но вы знаете, что здесь у нас, к примеру, да, не называют маму. Например, я тещу мамой не назову, потому что она теща Лидия Кузьминична, в крайнем случае. Моя мама бабушка для Маши, для моих детей. Это так принято у нас. И это считается уважительно. Маме, отца называет дедушкой, а маму бабушкой. И для них это очень приятно. Вот. Вот такая, ну потом, я не знаю, может где-то в других регионах называют как-то по-другому. Но у нас так. Это считается очень приятно. Например, мама, это очень приятно. Отцу тоже это очень приятно. Вот так. Так, дальше вопрос. Почему оператор говорит, он должен молчать? И это очень много таких сообщений в этом плане. Я вот дословно сейчас прочитал этот комментарий, но вот этого смысла комментария очень-очень много. Я не знаю, как вы, но я никому не должен. Я должен делать так, чтобы не было скучно, когда смотрят это видео. Потому что Маша, моя Машенька, не очень многословна. Не очень многословна и как бы... Что потом? Я разговариваю из двух авторов, так сказать, канала. Кто-то должен разговаривать. Вот. Маша более, она такая скромная, и она лучше говорит, я буду все делать. Вот. А ты, говорит, рассказывай. Совсем, конечно, она не молчит, как многие пишут, что не моя, что ли, Маша. Нет, зачем? Так не надо говорить сразу. Вы посмотрите другие ролики, где чисто Маша иногда сама снимает и разговаривает нормально. Маша у меня очень даже веселая такая, компанейская, она и танцует, и поет, и все такое. Вот, и нету такого, чтобы она какая-то, ну, вот как вы пишете, многие, немая, что ли. Нет, все в порядке, но просто она вот такая, что не очень хочет на камеру разговаривать. Вот. Ну, а посидеть и поулыбаться, послушать всегда за. В принципе, друзья, я и вот эти выбрал такие наиболее популярные вопросы и ответил на них в быстром формате таком, чтобы вы тоже не заскучали, смотря на меня. Ну что, я на кухне сижу, вечер длинный-то, я могу час болтать, но вам это будет не очень интересно. Что еще хочу сказать? Поснимал погоду, и вот так выглядит у нас сейчас участок. Да, так выглядит наш участок. Снега совсем мало, но вот навоз, который привезли уже под снегом, но его снега очень-очень мало. Огород очень плохо еще укрыт. Там и клубника, и вишня. Плохо все укрыто, конечно. Надо, чтобы... Желательно, чтобы до сильных морозов, конечно, этот снег здесь выпал. Давайте сходим к дровам. Ну, дрова, как бы зима только начинается зима. Ну, дрова какие-то мелкие в прошлый год оказались, и очень много уходит. Они быстро прогорают. Когда комля, она жар дает и дольше. Новых дров еще не привезли. Не знаю, вот обычно сюда вот на это место привозим. Ну, где-то сказали, что пачка тоже где-то 12 тысяч будет. Ну, посмотрим, как будут работать, как будут предлагать дрова, как будут привозить. Вот. Ну, как уже говорил, снега совсем мало. Вот такая погода у нас установилась, друзья. Сегодня еще не так сильно холодно, где-то, наверное, минус 7, до 10 может быть.
Но впереди уже там и маячат и 20-градусные морозы. Вчера был день, Михайлов день называется. Михаила Архангела. Этот день 21 после 21 ждите холодов. До 14 ноября могут быть оттепели. Это праздник Кузьман-Демьян 14 ноября, вернее 14 ноября. А уже 21 ноября день Михаила Архангела. И вот это, после этого уже у нас наступает настоящая зима. Раньше уже после этого резали скотину, уже, морозильников там тогда больших не было. Именно в амбары все хранили, и это уже замерзало, и до весны хранили. А весной уже, что не успели докушать, там сушили, консервировали. Вот так. Надеюсь, уже потом не будет оттепели, потому что грязи, это все каша и гололед не нужен никому. Вот. Снега еще очень мало, не может никак утеплить снег. Это очень плохо. Пускай снег выпадет, и растениям теплее, и дома почему-то со снегом тоже теплее. Ну что, как уже говорил, я продолжаю ждать Машу. Она 3 дня, на 3 дня уехала, она будет 3 дня вдали от меня. Я буду без Маши. Один, без Маши, скучать. Еще такое. Ну что, закончу это видео, друзья. И говорю вам до новых встреч. До новых встреч на нашем канале. Добрых вам рассветов. Встречайте рассветы, и пускай они всегда будут приносить вам только радость. Всем пока.